Ибрагим Цароев работает в газете «Ингушетия» с 2005 года, 12 лет, за которые он успел полностью влиться в журналистскую колею и понять, что сделал правильный выбор. Какой долгий и нелегкий путь становления прошла газета и с каким трудом выпускались первые номера, Ибрагим хорошо знает. Печаталась у нас газета в нашей местной типографии, приносили рулоны такие большие, и мы потом сидели и обрезали эти газеты, складывали, чтобы бумага была такая грубая, шрифт был такой очень невыразительный, такой вот. Такие у нас были газеты. Но сейчас все это уже позади. Информационное поле намного расширилось, а значит и журналистам есть о чем писать. Техническое обеспечение здесь тоже на хорошем уровне. Газета выходит раз в неделю и освещает практически все политические и социально значимые события, происходящие в республике и за ее пределами. В редакции трудится около 30 человек, но их редко увидишь вместе на рабочем месте. Журналисты, как правило, большую часть времени проводят на выездах. Ибрагим рассказывает, работа в газете интересовала его еще в юношеские годы, а сегодня получается, что делу жизни он не изменяет уже 1,5 десятка лет. Наша газета практически ровесница республики. Создавалась в очень трудное для Ингушетии время становления и поисков. И газета все время старалась идти в ногу со всеми событиями, которые происходили тогда в регионе. Первый номер вышел в свет в 1993-м. Параллельно шло восстановление ингушской государственности. Таким образом, газета «Ингушетия» стала первым официальным печатным изданием республики. За 24 года в газете произошли значительные изменения. Если первоначально она выходила 3 раза в неделю, то сегодня стала еженедельной и более информационно насыщенной и приобрела 32-полосный формат. Сегодня процесс вообще отбора материалов и, как бы сказать, наводок для корреспондентов, он автоматизирован в том плане, что ребята все находятся в специальных группах, в том же вот в Телеграме мы используем его для этого. То есть идет обсуждение там, тут же мы даем наводки, используем для наводок в том числе и социальные сети. Почему? Потому что сейчас последние вот несколько лет есть такая тенденция, что очень много жителей республики активно стали пользоваться социальными сетями. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. То есть мы тоже используем для работы, видим все, что происходит, находим болевые точки. Ежемесячный тираж газеты составляет 3000 экземпляров. Газета выходит не только в бумажном переплете. У нее есть свой официальный сайт и странички в соцсетях, куда загружаются все основные новости. Прошли те времена, когда газету забрасывали во двор. Теперь ее будут присылать на электронную почту. Газета «Ингушетия» предлагает новую услугу. Для того, чтобы еженедельно получать новые номера, необходимо оформить подписку, а вся необходимая информация для этого имеется на официальном сайте. Газета «Ингушетия» шагает в ногу со временем и пытается угодить своему читателю. Ежедневная интернет-газета «Ингушетия» стала одной из первых в республике государственным информационно-аналитическим ресурсом и новостным агентством. Мы уделяем значительное внимание вопросам нравственного развития, вопросам патриотического воспитания. Религиозная тематика присутствует, то есть мы используем комментарии экспертов, в том числе практически во всех сферах жизнедеятельности. Стараемся писать больше о людях, конкретных персоналиях, которые живут реальной жизнью, чем-то занимаются. Это врачи, педагоги, труженики села и так далее. То есть мы стараемся дать те материалы, которые часто, может, не показывают наши коллеги в силу своей специфики, то есть сделать на чем-то конкретный акцент. Еще одно достояние издания. Через нее решаются многие социальные проблемы. Жители республики обращаются в редакцию с теми или иными проблемами, которые часто публикуются и находят решение у местных властей. Не это ли говорит о значимости газеты? Индира Манкиева, Магомед Урсханов, Новости 24.